Здравствуйте! В эфире телеканала «Милет» в программах «Аберлер. Неделя». Я Фатима Сейдометова и наши корреспонденты готовы рассказать о самых актуальных событиях за последние 7 дней. Смотрите в этом выпуске. В крымской столице отметили один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. Сотрудники телеканала «Милет» и радио «Ватан» Седасо посетили дом престарелых Картлар-Эва и поздравили их с праздником. В Ялте откроется новый крымско-татарский центр. Какие проекты он представит? Урожайный полуостров. С полей только Симферопольского района собрали 7 тонн овощей. Долгожданный ремонт дорог ожидается в микрорайонах Симферополя. Медицинский прогресс. В 3-й поликлинике Симферополя открылся современный кабинет маммографии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В Симферополе прошел форум общественно-политических сил крымско-татарского народа. На нем обсудили перспективы развития Крыма, представили программу кандидатов в Государственный совет Республики Крым. Также здесь прошло заседание представителей движения «Кырым», где избрали президента организации. Тему продолжит Султания Сетакаева. Сегодня в Симферопольском музыкально-драматическом театре начинается важный для всего Крыма форум общественно-политических сил крымско-татарского народа. Зал театра переполнен. На форум приехали около 500 человек. Это представители интеллигенции, духовенства, преподаватели, действующие и будущие политики со всего полуострова. Участники уверены, главный путь успеха через единство народа. Мы в первую очередь должны быть едиными, жить в согласии и в мире. Уважаемые люди собрались познакомиться друг с другом и выбрать правильный курс развития на следующие 5 лет. Цель нашего форума – это будущее нашего народа. Сделать правильный политический и духовный выбор на следующие 5 лет. Желаю своему народу успехов. Делегатам показывают фильм о достижениях Крыма за 5 лет. На полуострове реализуются масштабные проекты. Крымский мост, трасса Таврида, аэропорт Симферополь. Подходит к завершению строительства соборной мечети. Реставрируется Ханский дворец и возводится полиэтнический центр. Мы являемся коренным народом данного полуострова. Да, мы должны участвовать в жизни Крыма. Мы должны участвовать в работе процветания и в работе с органами власти и со всеми остальными структурами. Участники выразили поддержку курса президента России и главы Республики Крым. Они призвали соотечественников принять участие в выборах в единый день голосования в сентябре. Обращение с поддержкой курса президента, политики главы республики и, конечно же, с призывом к крымским татарам и ко всем крымчанам участвовать в выборах, не оставаться в стороне, потому что от каждого из нас, от каждого голоса зависит общественное и государственное строительство, насколько будет прекрасным наш Крым. И, конечно же, развитие родного края – это дело рук, в первую очередь, самих крымчан. На сцену приглашают кандидатов в депутаты Государственного совета Республики Крым. У каждого из них есть своя программа. Член Совета крымских татар при главе Республики Крым, доктор филологических наук, профессор Элимара Селендили особое внимание уделяет развитию крымско-татарского языка. Моя основная работа – это образование и развитие крымско-татарского языка как государственного, права и обязанности нашего народа и, конечно, решение проблем в местах компактного проживания крымских татар. Основная задача кандидатов – тесно работать с органами власти, быстро и качественно решать проблемы крымско-татарского народа. Один из таких кандидатов – Чингис Якубов, ректор Крымского инженерно-педагогического университета. Вопросы образования и вопросы межнационального согласия, гармонизации национального согласия в Республике Крым. Вот эти вопросы, конечно, сегодня я считаю для себя ключевыми. Сегодня крымские татары демонстрируют небывалый всплеск общественно-политической активности. Они готовы участвовать в жизни российского Крыма. Об этом заявил председатель Госкомнатса Ленур Абдураманов. Большая явка людей – это говорит о том, что у людей большое доверие к тем процессам, которые сегодня идут. Крымско-татарский народ уже полноценно интегрировался в общественно-политическую деятельность республики. В каждой представительной, исполнительской или муниципальной власти должны быть представители от крымско-татарского народа, которые, конечно, должны быть слышать и вести прямой диалог между органами власти и нашими общественными деятелями, в целом и народом. Крымские
Крымские татары впервые провели такой масштабный политический форум. Теперь они самостоятельно формируют политическую повестку и защищают свои права ради развития крымско-татарского народа, Крыма и России. Султания Ситакаева, Эльдар Заитов, телеканал Миллет. Мусульмане всего мира отпраздновали Курбан-Байрам. В Симферополе центром праздничных мероприятий стал парк Тренева. Концерт, ярмарка изделий, состязания по национальной борьбе куреш. Развлекательная программа была насыщенной. С подробностями наши корреспонденты. Молодые юноши угощают гостей сладким напитком шербет. С этой древней традиции началось празднование Курбан-Байрама в Симферополе. Холодный и сладкий. Для гостей мероприятия шербет приготовили по старинному рецепту из лимонного сока. Это лимон, сахар, лимонная кислота получится такое. Бесплатно возьмем, бисмилля всем. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения, считается одним из главных у мусульман. Его широко отмечают во всех уголках земного шара в конце паломничества, священные места Мекку и Медину. Этот праздник объединяет народ. Каждый пытается помочь нуждающимся. Раздают всем свежее мясо, накрывают столы. Я поздравляю всех мусульман с праздником, и пусть этот праздник объединит наш народ. Наряды принцесс, Аладдинов и игрушки с героями популярных мультфильмов. В парке Тренева работала и большая выставка-ярмарка. Более 15 крымских мастеров декоративно-прикладного творчества и народных ремесел представили свое творчество. На маленьком столике расположилось целое ханство. Куклы в национальных костюмах, женщины и мужчины в красочных одеяниях, юные девушки, музыканты и чабаны. Все они созданы умелыми руками Эльмиры Хайрулаевой и ее дочери Заремы Молла. В их коллекции уже более 4000 кукол. В случае это делает моя дочь, это я делаю. Она в данном случае, видите, все вот моменты нашей и костюма, и кухни, она их вычерчивает, как оно было в действительности. Если смотреть, это стол точно музейный, и вариации то, что блюдо, оно даже посуда была в орнаменте, и для каждого блюда была своя посуда. Около 5000 посетителей. В течение часа парк был заполнен крымчанами и отдыхающими. Это еще одна возможность нам быть вместе, быть едиными и не забывать глубинные смыслы нашего праздника Курбан-Байрама, Уразы-Байрама. Помимо смирения перед Всевышним, это сближение друг с другом, прощение обид, посещение родственников. Это как раз-таки тот момент, когда мы можем заботиться об отношениях, быть ближе друг к другу. Для юных спортсменов организовали состязание по национальной крымско-татарской борьбе куреш. Главный приз – живой баран. Это уже 11 раз мы проводим Курбан-Куреш совместно с муфтиятом. Поэтому большое спасибо за их поддержку. У нас сегодня очень большие призы будут, очень большие подарки будут, кубки, медали будут, значит, и ямек, естественно, будет. И в абсолютно весовой категории, значит, мы решили провести среди детей и юношей, не взрослым дать, обрадовать наших детей по мусульманскому шариату, значит, и этим юношей. Это наше будущее. А на сцене не утихают народные колоритные песни. Лучшие творческие коллективы танцуют национальные крымско-татарские танцы. Я хочу всех поздравить с праздником. Всем здоровья, будьте едиными, ухаживайте за стариками, помогайте молодым. На праздниках мы веселимся и, конечно же, умнеем. Пусть мы всегда будем так радоваться и веселиться. А самое главное, будем едиными. Гости праздника отдохнули на славу. Байрам объединил всех собравшихся. Это очень радует, поскольку большой интерес и уважение к другим, как к своим единоверцам, так и к другим национальностям, поскольку сегодня только в российском Крыму это стало возможным, и мусульманское умство полноценно, как и все религии, развивает и сохраняет традиции, которые есть в исламе. Священный праздник завершился дегустацией плова. Курбан-Байрам отмечают 3 дня. Праздничные мероприятия проходят во всех уголках Крыма. Курбан-Байрам пожилые жители Крыма принимали поздравления от сотрудников телерадиокомпании «Миллет» и «Ватан Седаса». В этот праздник принято навещать всех нуждающихся и уделять им внимание. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа.
Одинокую, нуждающуюся в помощи 97-летнюю Шекуре Султанову приехали поздравить с праздником Курбан-Байрам сотрудники телеканала «Миллет» и радио «Ватан Седасы». Шекуре Бита, мы поздравляем вас с праздником Курбан-Байрам. Вам от телеканала «Миллет» и радио «Ватан Седасы» привезли продукты. Пожилая женщина живет в селе Мазанка Симферопольского района. Она уже несколько лет не встает с постели из-за перелома бедра. За ней каждый день ухаживает соцработник. Я упала на остановке, сломала обе ноги. Теперь не могу ходить. В неблагоустроенном доме нет элементарных удобств для жизни. Обвалившийся потолок, разрушенные стены и разбитые окна. Именно в таких условиях уже 7 лет в заброшенном бараке проживает Шекуре Султанова. В таком состоянии пенсионерка живет с тех пор, как трагически погибли ее сыновья. Об Шекуре Бита заботится ее племянница, которая приезжает раз в неделю. На нее пожилая женщина оформила доверенность на получение пенсии. Сотрудники телеканала пообещали навещать, заботиться и оказывать помощь пенсионерке. Шекуре Султанова может переехать в пансионат, а здесь за ней будут ухаживать и заботиться. На Курбан-Байрам в доме престарелых Хартлар Эва организовали настоящий праздник. Перед пенсионерами выступают юные танцоры. Всех пожилых людей поздравляют сотрудники телерадиокомпании и всем уделяют внимание. Праздник Курбан-Байрам, как завещал наш пророк Мухаммад, надо делать подарки, надо делать добро. Поэтому мы вместе с коллективом радио «Ватан Седасы» решили посетить дом престарелых, наших старичков, наших бабушек. Благодаря им мы находимся на своей родине, мы живем, мы разговариваем. Они сохранили сейчас наш язык, наши традиции, нашу культуру. Пенсионеров поздравляют чиновники и общественные деятели. Курбан-Байрам должны отмечать все. К нашему стыду у крымских татар тоже есть такие дома. У нас тоже есть старики-сироты. Но мы обязаны приходить и спрашивать об их здоровье и самочувствии. Это наш общий долг. Старинные крымско-татарские народные песни исполняют Халиса Аблаева и Фериде Аблязова, а имам Бекир Адилов поет религиозные песнопения и ляхи. Пусть Аллах даст вам здоровье. Хочу, чтобы мы стали свидетелями следующего Курбан и Ураза Байрама. Очень понравилось. Приходите еще раз, еще раз. Султания Ситакаева, Руслан Минаев, Герай Абдуллаев, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Новый крымско-татарский центр появится в Ялте на улице Киевская. В прошлом веке имение принадлежало семье Чалбаш. Теперь здание в собственности муфтията. Такой подарок местные власти сделали в честь праздника Курбан-Байрам. Подробнее в сюжете. В бывшем ялтинском имении древнего рода Чалбаш празднуют Курбан-Байрам. Теперь старинное здание принадлежит Духовному управлению мусульман Крыма. В этой усадьбе появится культурный крымско-татарский центр. Курбан-Байрам – это не только праздник, который объединяет крымских татар, мусульман Крыма, но и учит к сближению, поддержанию родственных связей. И очень важно, что сегодня ялтинцы, представители крымско-татарской общины, на территории культурного центра, буквально в шаговой доступности от моря, в самом центре города Ялты, имеют такую точку опоры. Культурный центр будет не только площадкой для проведения мусульманских праздников, но и туристическим объектом. Тут гости курорта смогут узнать больше об обычаях крымских татар. Для всей мусульманской уммы большой Ялта – это большой подарок и большое счастье о том, что сегодня исторические культурные ценности, которые заложены были когда-то здесь, будут возрождаться. Традиции празднования Курбан-Байрам соблюдают и в Белогорском районе. Гости праздника знакомятся с культурой крымских татар через национальную кухню. Спортивные состязания – неотъемлемая часть праздника. Проходят соревнования по армрестлингу, а совсем рядом чемпионат по национальной борьбе «Куреш». Главный приз – баран. Чемпионом, как и в прошлом году, стал спортсмен Тимур Примшоев. В финале сложновато было немножко. Достойный соперник. Духовное управление мусульман Крыма и местные предприниматели организовывают такой праздник уже не первый раз. В начале июня здесь провели Ураза Байрам. В этот день мы показываем единство нашего народа. Прощаются все обиды, забываются грубые слова и действия. Будьте приветливы, как велел Всевышний. Празднование закончилось традиционным крымско-татарским танцем. Диана Бекмамбетова, Эльмас Аблакимова, Лиля Лиманова, Фериде Якубова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».
Урожайный Крыма. Более 7000 тонн овощей уже собрали с полей Симферопольского района. Какие еще бахчевые культуры готовы отправиться на прилавки нашей страны, расскажет Ильмаз Аблакимова. Анастасия Юркиева собирает чуть покрасневший кизил на одном из полей фитосовхоза «Радуга» в Симферопольском районе. 72-летняя пенсионерка ежедневно выходит на сбор урожая. В день она собирает до 50 килограммов красных ягод. Вот такой зеленый мы не рвем, выбираем розовый. До черноты мы не доводим, а собираем его. Но чернеет это уже спелый очень. Собранный кизил дозревает и становится мягче уже в лотках. Бригада из 15 рабочих собирает тонну красных ягод ежедневно. Здесь на 15 гектарах растет примерно 8 видов кизила. А в рядах, в которых сейчас мы идем, растет вот такой вот бочковидный и радужный. По вкусу они практически не отличаются. Отличаются только по форме. Самый необычный сорт кизила, который здесь растет, это вот такой вот желтый. Он отличается очень ярким вкусом. В Крыму сбор кизила, как и моркови, приходится на конец лета и начало осени. На соседнем поле фитосовхоза уже собрали десятки тонн морковки. Сегодня это морковь стоят фуры. Московская область отгружает по 7 рублей. То есть цена вроде бы низкая, но за то, что большой объем хорошего высшего качества моркови, сегодня это востребовано. Ежедневно на этом поле трудится 90 человек. Они сворачивают морковку, которая прошла по стандартам заказчика. Вот такие вот мешки. Здесь огромное количество. А та, что не пошла по стандарту, остается просто вот так лежать на земле. Но тем не менее, она все такая же вкусная. Стандарт качества среднеспелого корнеплода, длину и диаметр определяет заказчик. Валентина Ратникова с 6 утра на поле собирает урожай. А как понять, что вот морковка созрела, что ее пора вытаскивать? Она, понимаете, начинает вот желтеть листочки. Когда листочки, надо ее раньше убрать. Чтобы не полностью сухая, а ее надо убрать тогда, когда она зеленковатая. Рядом поле, усаженное сельдереем. Его выращивают впервые на полуострове. 13 гектаров полей орошают импортными дождевальными машинами. Одна семечка для того, чтобы ее посеять, 2 рубля стоит одна семечка. Он в теплице растет 45 дней. 45 дней в теплице и 4 месяца растет на высаженный. Экспортируют сельдерей далеко за пределы полуострова, по всей России. У сельдерея вот таким образом отрезаются листья, затем эти стебли идут вот сюда вот на мойку, здесь их тщательно промывают, а затем они отправляются в ящики. В зеленую полоску и черные на полях фитосовхоза растут самые разные виды арбузов. Выращивают даже так называемые чудо-селекции – желтые и арбузы без косточек. Бескосточковый арбуз, который не имеет большой культуры в Крыму, но уже народ попробовал, вот как вы, да, этот арбуз, он уже по другому отношению, он гораздо слаже, он гораздо удобней, его мякоть гораздо плотнее. Ранее все поля предприятия были заняты лекарственными растениями. Их экспортировали за границу, более 1000 тонн трав в год. Но с приходом санкций фитосовхоз решил переквалифицироваться и выращивать овощи. Когда приезжают поляки, у нас венгры приезжают в гости, они говорят: а почему вы в Крыму, вы не пьете тархун? Ну как? Но это не помешало производить более 100 тонн лекарственных растений в год. Развивается предприятие благодаря поддержке государства. Только за 2018 год инвестировали почти 2 миллиона рублей. Ильмаз Аблакимова, Эльдар Заитов, телеканал Миллет. Долгожданный ремонт дорог начнется в микрорайонах Каменка и Хушкельдов-Симферополя. Об этом стало известно во время встречи депутата Госдумы с местными жителями. Также Руслан Бальбек посетил микрорайоны Белая 5 и Свобода. Об итогах в нашем следующем сюжете. У нас нет ни воды нормальной, нет канализации. Вот этот вопрос уже 25 лет стоит. Жители микрорайона Свобода вот уже четверть века живут без центрального водоснабжения, канализации и ливневых стоков. Все эти волнующие их вопросы они озвучивают депутату Госдумы Руслану Бальбеку. У нас очень больной вопрос ливневые стоки по всему Симферополю. Когда происходят дожди, размывает маленькую ямочку, вода камень точит. Это первое. Второе. Если будут существовать ливневые стоки, сохранность дороги будет дольше.
Дороги заполняются сточными водами и образуют неприятный запах, а люди вынуждены пить загрязненную воду. На отсутствие дорог пожаловались и жители микрорайона Хошкельда. После каждого дождя улицы Хошкельды превращаются в вот такие огромные реки. Вся вода стекает на нижние улицы и затапливает дома. А проехать по бездорожью и размытым от дождей улицам невозможно. Депутат, выслушав жителей, предложил временное решение – пройти грейдером и засыпать дорогу щебнем. Спасибо ему, он нам очень много вот в этом вопросе нам помог. И сразу конкретно сказал, что отсыпем дороги, поможем. Он этот вопрос уже закрыл, сказал, на днях будет все засыпано. Спасибо ему большое. В этом году планируют капитальный ремонт по улице Сельской. Подъездные дороги появятся и возле строящегося детского сада. Также выделят деньги на проектирование объездной дороги по микрорайону Хошкельда. Она пройдет по улице Синокосная, Блякима Гафарова, Лютфия Сафу и с выездом на Феодосийскую трассу. В Хошкельде совсем скоро начнется и строительство мечети. Уже выделена территория. Она передана на баланс муфтията. Даже готов проект. Жители просят депутата выделить еще 70 соток возле мечети для строительства социально важных объектов. В нашем микрорайоне не осталось больше пустых земельных участков. Будет очень хорошо, если нам его выделят, и мы в будущем там построим либо детский сад, либо ФАП. Расширить территорию мечети просят и жители микрорайона Белая 5. Здесь они планируют построить медресе и место для омовения. Якуб Леонидович, вот одна вот как бы просьба. Вот до конца вот следующей недели вот с имамом района, с имамом мечети, вот отработать, вот определить границы там этой мечети, посмотреть, где еще вы предусмотрели, чтобы мы сразу люди понимали, где перспективное развитие может быть вот духовной и религиозной там сферы. В микрорайоне также остро стоит вопрос по выделению земельного участка для строительства детского сада. Нужно лишь изменить целевое назначение надела. Территорию под детский сад из парковой перевести в ДДУ. 8 месяцев мы уже ходим, земли нет отвода. Детский сад уже однозначно не попадает на следующий год. Сейчас уже готовы инвестпаспорта на строительство школы на 700 мест в Белом 6, спорткомплекса и Дома культуры в микрорайоне Белая 5. Эти объекты будут включены в федерально-целевую программу. Плюс 95 объектов – это до потребности. Вот в числе этих 95 объектов мы со своей стороны включили строительство детского сада на 260 мест, строительство Дома культуры на 300 мест, строительство спортзала. Местных жителей также беспокоит работа общественного транспорта, электроснабжения и вывоз мусора. Руслан Бальбек пообещал отработать каждый вопрос. Договорились для того, чтобы было понимание разрешения их, то есть четкие сроки, ответственные в рамках Госкомнадза с участием города договорились отработать предварительные дорожные карты. Все вопросы Руслан Бальбек взял на личный контроль. Обращения будут доведены до главы республики. Уже в конце следующей недели депутат встретится с представителями ТОСов и представит дорожную карту по всем проблемам. Сутунис Такаева, Герай Абдулаев, телеканал Миллет. Крымские женщины будут здоровее. В Симферопольской поликлинике номер 3 открыли современный кабинет маммографии. Новое оборудование позволит выявить рак молочных желез на ранней стадии. Рентгенаппарат приобрели по целевой программе модернизации здравоохранения республики. Подробности узнавала наш корреспондент Диана Бекмамбетова. 60-летняя Людмила Гавриляш пришла на обследование молочных желез в новый кабинет маммографии 3-й поликлиники, который находится недалеко от ее дома на улице маршала Жукова. Женщина решила проверить свое здоровье. Услыхала за это, что тут открылся кабинет, зашла, знакомилась, мне понравилось, коллектив, такое все, просто порхаю, конечно, и решила сделать обследование. Обследование показало, что Людмила Гавриляш здорова. Да, есть в порядке. Кальцинаты, возрастные изменения у женщины. Всем женщинам старше 40 лет врачи рекомендуют обследовать молочные железы каждые 2 года. С возрастом увеличивается опасность развития рака груди. 90% выявляемости малых форм рака благодаря цифровой маммографии на данный момент является самым лучшим. То есть благодаря установке такого аппарата нового, современного, мы можем находить до 0,5 мм
патологических образований. На новом оборудовании процедура занимает всего 20 минут. Снимок груди появляется на мониторе уже через 3 секунды. Пыльцеобразный штатив, который помогает вращению в различных плоскостях наклона. Плоскопанельный детектор, который находится вот здесь, произведен из специальных материалов, который делает очень качественным изображение. На новом аппарате снижена нагрузка на грудь. Вместо 20 килограмм пациент ощущает всего 10. Новый рентгенаппарат приобрели по целевой программе модернизации здравоохранения республики. По всему Крыму есть 2 цифровых маммографа. Каждый стоит 13 миллионов рублей. Призывать всех женщин и нашего объединения, и не только нашего, мы готовы принимать женщин из других поликлиник, что мы и делаем, кстати, у нас обслуживается даже 4-я поликлиника в нашем аппарате. Вот, и мы готовы женщинам следовать, только было бы желание со стороны женщин. В этом году врачи 3-й поликлиники планируют провести 22 тысячи маммографических обследований. Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. В Семейзе прошли международные соревнования по клиффдайвингу, прыжкам с высоты в воду. Участниками стали 14 спортсменов из Украины, США, Мексики, Бразилии, Чехии, Колумбии и Италии. Первое место и приз в $7000 получил британец Гэри Хант. Второе место за спортсменом из России Никитой Федотовым. Заключает тройку лидеров пловец из Чехии. За экстремалами наблюдала Эльмаса Блакимова. Прыжок в море со скалы высотой 27 метров, 3-секундный полет и погружение на 8 метров в воду. Скала Дива в Семейзе уже в 3-й раз становится местом притяжения для экстремалов со всего мира. Здесь проходят соревнования по клиффдайвингу, прыжкам со скалы в воду. Зрительской трибуной стал и пляж, и горы. Каждый кульбит в воздухе оценивает международное жюри. Чтобы посмотреть на то, как спортсмены прыгают с высоты 9-этажного здания в воду, люди подъезжают подплывают как можно ближе, абсолютно на всем, чем только возможно. На надувных матрасах, на лодках, на бананах. Во время прыжка спортсмены испытывают перегруз, как пилоты Формулы-1. Особый восторг у зрителя вызывает так называемый театр на трамплине. Этот спортсмен прыгнул в воду, как герой современного кино. Супермен в красном плаще и маске. Элемент шоу, но это грандиозное шоу. И это очень страшно смотреть. Они молодцы. Они просто безумству храбрых поем мы песню. Гениальные люди. Соревнования проходили в 3 этапа. От простого прыжка к сложному, с сальто и различными поворотами. Среди 14 участников первое место и призовой фонд в $7000 получил британец Гэри Хант. 2-кратный чемпион по прыжкам с высоты подтвердил титул лучшего. Эти победы придают мне уверенности, но когда у тебя такой стрик, это большая ответственность. Нельзя показать плохой результат. По решению жюри второе место Никита Федотов, Россия. Ребята все молодцы, у них очень высокий уровень, и с ними очень тяжело бороться. Просто кто-то просто на расслабоне прыгал, кто-то на контроле. В следующем году организаторы ждут еще больше участников, вопреки международной ситуации. Эльмаса Блакимова, Асан Зивадинов, телеканал Милет. Это были самые важные, актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через 7 дней. Приятного вечера и хорошей недели.